Тем временем российские медики готовятся принимать поздравления с профессиональным праздником. Его отметят уже в это воскресенье. Но, увы, именно в канун Дня медика в стране идет резкий подъем заболеваемости ковида. В борьбу с вирусом наши врачи вступают в полной боевой готовности. Новое оборудование, санавиация. Сегодня на вооружении у медиков есть практически все, что нужно для своевременного оказания помощи. Виктория Науменко о том, в какой обстановке предстоит встретить профессиональный праздник ухтинским врачам. 25 вызовов скорой к ковидным пациентам за минувшие сутки. Цифры вновь растут, рассказывают ухтинские врачи. Подтверждение на пневмонию. Одеваемся и выезжаем. Как ощущения вообще? Чуть жарковато, а так в целом неплохо. Борьба за жизнь пациента, в том числе с коронавирусом, начинается в руках именно врачей скорой помощи. Прямо в машине. Сейчас существенно ускоряет работу новое оборудование и обновленный автопарк. Это лучший подарок, пусть и не в канун профессионального праздника, делятся врачи. В конце минувшего года в Ухту поступило 6 машин, в том числе 2 реанимобиля. От своевременного подключения пациента к ИВЛ зависит его жизнь, а в новых авто необходимое оборудование, исправное и качественное, всегда под рукой. Оборудован кислородной разводкой, электрической разводкой, для того, чтобы можно было подключать оборудование, не зависеть, скажем так, от аккумуляторных батарей. Значит, оборудован аппаратами ИВЛ, разным другим медицинским оборудованием. Борьбу за жизнь пациентов врачи ведут и в воздухе. Медики службы экстренной консультативной помощи медицинской эвакуации совершают регулярные вылеты санавиации в отдаленные районы Коми. В период пандемии, естественно, чаще. С начала года санавиация помогла спасти жизни 250 жителей республики. Здесь работу специалистов тоже облегчает своевременно обновленная техника. Республика 4-й год участвует в федеральном проекте по развитию санавиации, в рамках которого Коми Авиатранс приобрел в 2017 году новую модель Ми-8 МТВ с медицинским модулем на борту с электрической кислородной разводками. Место для 2 носилочных больных с возможностью съемных носилок каркасных, да, и возможностью крепить на него оборудование. 2 аппарата ИВЛ и оборудование, расходные материалы к ним, возможность для проведения реанимационного пособия, вот этот чемоданчик непосредственно, облегченные баллоны с кислородом. Совсем скоро в Ухту поступит еще один новый вертолет с медицинским модулем. И его медики ждут с большой надеждой. Ведь высшая ценность для врача – спасенный пациент, а самый полезный подарок – помощь в спасении. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.